Обсуждая итоги и перспективы муниципальной политики в рамках состоявшейся встречи местного партийного отделения с депутатом Государственной Думы Зарифом Байгускаровым, докладчики подчеркнули, что основной миссией «Единой России» с самого момента ее основания являлись конкретные реальные дела. Не случайно проект, направленный на решение злободневных проблем города, получил сообразное тезисное наименование «Реальные дела». Работа в рамках него в Башкортостане стартовала в июне 2015 года и доказала состоятельность модели реализации партийных проектов как способа решения важных актуальных проблем населения. Так, только за прошлый год в пределах Сибая было завершено строительство пешеходной дорожки для школьников, отремонтированы отдельные участки городских дорог и другое. Работы, запланированные на текущий год, включают в себя два основных мероприятия. С чего начинаются все эти работы? Это с обращения граждан города в администрацию. Собирается вся эта информация, где у нас особые такие проблемы, очень остро стоят на сегодняшний день. Это сегодня мы знаем, как это наружное освещение индивидуальных жилых поселков. И есть такие проблемы у нас устройство пешеходных дорожек к школам тоже в поселках. Значит, собирается вот эта информация и предоставляется у нас, направляем мы в депутатский корпус тоже эти проблемы, чтобы где-то как-то можно решить. И вот на сегодняшний день у нас получается одна проблема по наружному освещению решена через депутата Государственной Думы Собрания Республики Федерации, это Байгускарова. И второй момент – это тротуар, ремонт тротуара, устройство тротуара в поселке Аркаим через Комитет Государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. Поселок Горный является старейшим в Сибае с численностью жителей более 3200 человек. Устаревшая система наружного освещения является одним из острейших вопросов местного населения. Объем средств на проведение данных ремонтных работ составляет 282 тысячи рублей и предусматривает исполнение в срок до 1 ноября текущего года. Другой объект в микрорайоне Аркаим. Здесь ведутся работы по оборудованию пешеходного тротуара протяженностью 840 метров от остановки Мечеть до здания школы, что позволит решить проблему безопасного движения пешеходов и в первую очередь школьников. Срок сдачи объекта 15 октября. Объем средств, направленных на строительство, 1 миллион 300 тысяч рублей. В дальнейшем, значит, у нас проект сделан полностью от школы уже в ту сторону, западную сторону, там будет охватываться, но это уже будет на 2018 год. И вторая у нас по проблеме наружного освещения, второй вопрос, это будет сейчас на стадии технического задания, оформляется, будет выставлен на аукцион, это устройство наружного освещения в поселке Горный, по улице Горная, ну, может быть, еще возьмем часть молодежной по выделенным деньгам. Деньги на наружное освещение выделены из Республики Башкортостан в размере 185 тысяч, а остальная сумма из 280 это будет у нас с местного бюджета городского округа. Отметим, что основная идея реальных дел – выявить и разработать план решения тех проблем населенного пункта, которые считают наиболее насущными сами жители. Таким образом, создатели проекта пытаются способствовать активному вовлечению граждан в процесс принятия решений и самоорганизации жителей конкретного населенного пункта на основе их коллективных интересов. Ринат Музафаров, Радмир Асингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.